Лето, Россия, Ижевск. А это журналисты, которые ездят по республике и пишут о ней. И они не верят, что кто-то так же хорошо знает о том, как меняется регион, и решили это исправить. Сегодня их задание предстоит выполнить Александру Спиридонову. Этот шоумен, ведущий, модель и блогер уверен, что за 15 лет карьеры видел все, и его вряд ли что-то может удивить. Привет, я Сашка, душа нараспашку. Привет, я Кристина. Привет, я Саша. Сегодня мы целый день проведем в селе Пихтовка и, можно сказать, побываем в машине времени. Это еще почему? А потому что мы прибыли в деревню будущего и узнаем, какими могут быть населенные пункты в регионах. В обычной деревне я был неоднократно. Там все печально. Я думаю, что сегодня я удивлюсь чему-то новому. Ну, или, по крайней мере, увижу, как это в будущем. Обязательно. Итак, задача блогера – узнать новое об Удмуртии, а журналистов – следить за ним из офиса и отправлять задания. Справится ли он с ними, узнаем в течение выпуска. Пихтовка – первая в России деревня будущего, модернизированная и наполненная цифровыми сервисами. Помимо своего производства, здесь есть 13 обновленных соцобъектов и скоростной интернет. Там люди живут, которые составляют хребет государства российского. Вы не удивляйтесь этому, потому что вот те ценности, российские именно ценности, благодаря которым вот Россия всегда побеждала своих врагов, выдерживала все невзгоды, вот эти ценности стали только деревня. Идеи, как изменится сельское пространство, формировали сами жители. В местном магазине можно снять наличные с карты без банкомата, оплатить услуги ЖКХ и даже заказать доставку из популярных столичных гипермаркетов. Выпить кофе в селе, в общем-то, деревне будущего, это ли не достижение? Вкусный капучино за вас, друзья. На умной остановке можно не только подзарядиться, но и прочитать новости в интернете. И в точности до минуты узнать, во сколько приедет автобус. Чтобы получить задание, мне, конечно, нужен телефон, но он у меня сел. Прямо сейчас я его заряжу на остановочном комплексе. Здесь это предусмотрено. А еще здесь есть бесплатный Wi-Fi, друзья. Это очень удобно. Сегодня тебе предстоит узнать, какие передовые технологии появились на социальных объектах деревни будущего. Проходите, пожалуйста. Спасибо, пойдемте. Медицинским работникам не нужно тратить лишнее время на оформление документов. За них это делает программа голосового заполнения на основе искусственного интеллекта. Еще одна программа определяет 3 наиболее вероятных диагноза на основании жалоб пациента. В ПАПе снимают кардиограмму, проводят ряд анализов, а также в реальном времени следят за показателями здоровья пациентов. В школе открыли агроклассы. Здесь обучают рыбоводству и развивают в ребятах предпринимательскую жилку. Будущие рыбоводы могут практиковаться в реальных условиях, ведь Пихтовка – это не только деревня будущего, но и предприятие-экспортер зеркального карпа. Рыбхоз Пихтовка появился на карте Удмуртии более полувека назад. Здесь выращивают до 1500 тонн карпа в год на 47 прудах. Только представьте, их общая площадь превышает площадь 800 футбольных полей. У нас есть и зимовальные пруды, есть выростные пруды, нагульные пруды, зимнематочные, летнематочные, мальковые, нерестовые. И все название зависит от процесса, который происходит с рыбой. А мое задание – поймай и приготовь рыбу. Вам уникально повезло, рыба собрана в одном месте, и вы ее поймаете без удочки. Вот такую рыбалку я люблю. Сегодня мы будем готовить карпа. Для этого сделаем ему заправочку из оливкового масла, розмарина, чесночка, чтобы добавить вкусную ароматику.
Павел Владыкин, повар, к 22 годам успел поработать в известных ресторанах Ижевска. В готовке любит экспериментировать, сочетать несочетаемые на первый взгляд ингредиенты. Сравнивает процесс приготовления блюда с написанием картины. Ну что, дорогие друзья, я выполнил задание, приготовил рыбу. Давайте пробовать. Давайте пробовать, Павел. Давай. Это очень вкусно. Когда Божественно. вкусно, тогда вкусно. Мы цитируем великих. Когда вкусно, тогда вкусно. Это правда вкусно? Да не отвлекайте вообще, я ем. Ну как тебе деревня будущего? Слушай, удивительно. Я могу сказать, что в сравнении даже с некоторыми городскими местами очень отличается, разительно отличается. Пихтовка первая, но далеко не последняя. Только в этом году в Удмуртии появится еще 2 деревни будущего, а в следующем 3. Ну, это не может не радовать на самом деле, потому что Удмуртия – Территория будущего.